Александра Николаевна, давайте поговорим про аксессуары бастыня. Каким издревле было это головное украшение? Бастыня — это очень интересный головной убор, эволюция которого она до сих пор до конца не изучена. Да? Мы склонны интерпретировать бастыня как вот уникальное головное украшение, от которого произошло несколько других. Например, вот бастыня, самый древний, известный, хранящийся у нас в музее Якутии, это из Мегино-Кангласского луса, оно было обнаружено в местности Ампардах. Оно сшито из кожи, имеет кожаную основу, и на нем нашиты бусины белого, голубого и черного цвета, и имеет такие подвески здесь, которые соединяются в центре в ажурной пластинке. Это вот один из, видимо, наиболее древних видов бастыня, под который потом начал изменяться. Появляются сзади ленты, которые закрывают волосы, потом они отделяются в отдельное накосное украшение. Вот то, что спускается вперед, оно отделяется в нагрудное украшение, да, то есть оно породило множество новых в свое время. И бастыня, которые были в XIX веке, они были сшиты из ткани или из кожи, если ткань в основном это зеленого или красного цвета, на которые нашивались металлические мелкие бляшки, ну и были боковые подвески и задняя подвеска. Металлический обруч, который мы сегодня носим, он появляется только в середине XX века. Оно появилось как интерпретация художника XX века на видение вот, культуры якутов XIX века. Да? И оно, видимо, очень удачно совпало с желаниями женщин, с их эстетическими какими-то потребностями. Да? И сегодня оно очень довольно-таки гармонично вошло в якутский костюм, но надо помнить, что такое вот металлическое бастыня, полностью сделанное из металла, серебра или другого металла, это не важно, да, оно появляется только во второй половине XX века. И если мы говорим о реконструкции образа XIX века, то здесь металлическая бастыня полностью из металла использована быть не может, потому что это другой исторический срез. Как правильно носить это головное украшение? Вообще же считается, что бастыня — это головное украшение девушек, невест, молодых женщин. Да? И со временем, с возрастом вообще на женщин должно быть количество украшений, оно уменьшается, потому что эстетически все-таки зрелая женщина, она уже красота у нее совершенно другая, которая не требует каких-то очень вычурных большого количества украшений, и, соответственно, уже появляются очень такой тонкие вкусовые предпочтения, да, которые иногда не совсем гармонируют вот с обилием украшений. И поэтому, видимо, бастыня, оно все-таки больше относится к молодым женщинам, а женщинам чуть постарше у них были вот, несколько другие украшения. Какой головной убор носили на СФ в старину? Платки ли это были или джабака? Тут надо уточниться по поводу, насколько старина вот, да, в нашем понятии, потому что якутская культура, она не такое вот монолитное явление, которое никогда не изменялось, оно было подвержено изменениям. Если мы говорим про 18 век, там платков и джабака не было, потому что еще они не появились в якутской культуре, там были круглые головные уборы с рожками или с ушами еще называют, да, достаточно крупный такой металлический диск тогахта, который нашивался прямо наверху головного убора. И только к концу XVIII века появляются первые подобия шапки джабака. Это если посмотреть по археологическим данным. Да? И вот эта верхняя часть, вот чопчур, то, что называется, да, шапки, мы можем даже проследить эволюцию, как круглые шапки начали пришивать вот берестяные основания, их обшивали мехом, потом постепенно оно вот, появляется современный вид шапки джабака. Да? То есть джабака, оно появляется только в XIX веке. Ношение головных уборов, платков, как вот обязательно женского атрибута, оно связано с распространением христианства, христианскими нормами правил поведения. Но, тем не менее, голова в древности, в старину, она у женщин должна была быть покрыта. Но просто это зависит от конкретной эпохи, о какой мы говорим. Если брать с их образца XIX века, то женщины, конечно, там были джабака достаточно разных форм, это зависит от региона, да?
И даже летом, в жару, обязательно они были в меховых шубах и в меховых шапках, и даже в рукавицах, как мы видим на фотографии, да, потому что меховые изделия показывали богатство, состояние этой семьи, а сэх это был очень такой удачный случай, чтобы показать, что у тебя все хорошо. Нагрудное украшение илинка бихер. Его цель защищать человека от злых духов спереди и сзади. Как правильно выбрать и как носить это дорогое украшение? Илинка бихер действительно оно нагрудное, на спинное украшение, да, и во всем должен быть баланс, считали наши предки, и человек должен быть защищен не только спереди, но и сзади. И сзади даже в большей степени, потому что мы спереди видим, что происходит перед нами, да, а сзади мы не видим. И поэтому сзади, кроме вот калинте бихер, были еще украшения на волосы, например, то, что обязательно защищало, на рубашке, платья детей нашивали металлические украшения на спинку, то есть со спины человек должен быть закрыт обязательно. Здесь в украшении линке бихер вообще в традиционной культуре, да, конечно, это должно быть серебро, потому что серебро обладает магическими функциями, защищающими человека. И вот центральный круг, если он есть, но он не обязательно должен быть, да, он должен быть закрытым. Вот то, что сейчас делают очень ажурные изделия, очень легкие, это, конечно, понятно, что экономическими целями, какими-то соображениями все это сделано, да, но тем не менее для традиционной культуры как раз должно быть закрыто. Особенностью якутских украшений является их монументальность и монолитность, то, что сейчас мы, к сожалению, начали терять. И поэтому здесь, мне кажется, от населения тоже должен быть запрос для сохранения традиционного облика. Да, если будет спрос, будет предложение, конечно. И вот этот центральный круг, он должен быть закрытый, для того, чтобы не пропускать сквозь него злых духов. Если украшение ажурное, как сеточка, да, то сквозь него проникает тело человека злые духи, считали наши предки. Поэтому все было закрыто. И практически в музеях нельзя встретить ажурных украшений именно по этому поводу. Александра Николаевна, давайте поговорим про камара-махалку дейбир. Я не раз слышала то, что в старину женщины носили черный дейбир, а мужчины, наоборот, белый. Так ли это? Такое мнение действительно очень распространено и сегодня является одним из доминирующих вообще в описании камарамахалок. Да? Но лично я в источниках XIX века такое вот очень четкого разделения, что мужчины белые, женщины черная, я не встречала, поэтому утверждать не могу, но могу предполагать, откуда вообще это произошло, да? Потому что, как правило, алгощитами были мужчины, и, конечно же, обряд, проводимый во имя, во славу высших богов, да, Аи, он не мог проводиться с камарамахалкой черного цвета. Обязательно белый конский волос. Да, и в жертвоприношениях используют белый конский волос, и, видимо, из-за этого произошло это понятие. Ну и, конечно, в традиционной культуре есть все равно противопоставление женской и мужской сферы, да, что мужчина — это свет, это добро, это созидание, это солнце, да, а женщина — это несколько такой вот, это зима, это ночь, это более близкая к дикости, к природе, и поэтому может быть так, что белый — это мужчина как признак культурности, цивилизованности, да, как, не принцип, а как символ, а женщина больше вот символизирует природу и такое природное естественное начало, и поэтому может быть черным. Но это предположение. Отдельного внимания заслуживают узоры. Опять же, как распознать правильные узоры и символ у массового производителя? Возьмем, к примеру, массовое производство обуви. С узорами в последние годы все-таки ситуация стала лучше, потому что появляются специальные издания, и вообще люди стали больше проявлять интереса, и поэтому отношение стало более грамотным, надо сказать. Да? Ну, я думаю, исконно якутские узоры человек все равно на генетическом каком-то уровне узнает, да, что вот это действительно родное, а это вот несколько придуманное позднее время. Да? И здесь надо разделять, что это вот традиционное, это стилизация. Да? Это не значит, что стилизации не должно быть. Конечно, культура, она развивается и дальше. Вот. То, что касается обуви, здесь, ну, я бы сказала, что здесь действительно есть отличие, когда производит эту обувь профессионал, который все-таки с течением своей жизни, своего профессионального опыта узнал, что вот какая-то орнаментация
ситуации применяется обувь, какая-то нет. Она должна быть каким-то определенным образом нанесена на обувь. Да? И есть обувь, которая делает производители вот, для получения очень быстрого эффекта. Просто продать, получить эффект, да, такой денежный. И у них, конечно, вот узоры бывают очень такие фантазийные или расположенные не очень правильно. Да? Например, вот на беле, вот в верхней части декоративной окантовки обуви располагаются узор, ну, неправильно, не вот так вот горизонтально, да, ему диагонально или еще как-то вот немножко вот неправильно бывает. Например, вот узор, который сейчас принято называть бесхара, да, такой солярный символ, состоящий из 5 квадратиков, да, я видела, что его располагают не вот так вот, где верхушки смотрят вот вверх и вниз, да, они смотрят вот так вот, в виде квадрата такого. Горизонтального. Да, горизонтального. Соответственно, здесь уже немножко уже другая интерпретация пошла, да. Но если это шашечный орнамент, идущий вдоль полностью, то это уже другое. То есть здесь зависит от конкретной ситуации. Но здесь, опять-таки же, мне кажется, надо быть покупателям более требовательными к тому, что они покупают на свои личные деньги все-таки, да, и это обувь не на один раз, а она уже много раз будет носиться, поэтому относиться самим тоже более ответственно. Тогда и тоже будет предложение более качественное. Александра Николаевна, спасибо вам за интересную беседу. Спасибо. С вами был «Акцент». До новых встреч!